Это величайшая беда для самой грузинской современной историографии, что сегодня там происходит реанимация теории Ингороква, да, и при этом они собственных же историков, собственных же метров игнорируют и отодвигают на второй, на третий и придают забвению. Это очень плохо. Там и возникают серьезные проблемы сегодняшней Грузии. Это агрессивная форма национализма. И нынешняя молодежь травится вот этой вот, я бы назвал отравой. Им достаточно просто открыть собственных классиков. Они этого не делают. Значит, в угоду определенной конъюнктуре. Историк Роин Агрба ни слова не говорит о позорных и некавказских запретах, действующих в оккупированной Абхазии, но критикует грузин и обвиняет их в агрессивной форме национализма. Сегодня в Абхазии запрещено разговаривать на грузинском языке в общественных местах. Сепаратисты настолько ненавидят грузинский язык и грузинскую культуру, что запретили исполнение всех грузинских песен и танцев. Позорные и преступные запреты, которые были установлены в Абхазии, противоречат кавказскому менталитету, и поэтому представители народов Северного Кавказа до сих пор не могут поверить, что абхазы запрещают грузинам петь грузинские песни и исполнять грузинские танцы. Историк Роин Агрба хорошо знает, насколько строго наказывают абхазы тех, кто нарушает запрет на грузинские песни или исполняет грузинские танцы. Несмотря на это, Роин Агрба обвиняет в национализме именно грузин и ни слова не говорит о позорных запретах на грузинский язык и грузинскую культуру.